Глава 3. Падение. Нет худа без добра, нет и добра без хода. Это известно всем. И то, что дорога в ад вымощена благими намерениями, и то, что худший враг — это бывший друг. Сколько можно припомнить таких истин? Кремниевый топор был эрой. Ковкая медь и мягкое олово вместе составили бронзу и бронзовую эпоху. Но не знает человек, что он найдет в своих поисках и что потеряет. Золото, годное лишь на женские побрякушки, свинец, тяжелый и мягкий, как воск. Ни на какое дело еще не приспособленные, эти прежде бессильные в глазах человека предметы его добычи стали обладать всесильной властью над ним. Как жить человеку среди людей? Множество социальных теорий владели умами, но реальной властью были и оставались два этих металла. Золото – орудие наживы, и свинец – орудие насилия. Черный дым, застилая солнце, низко стелился над крышами деревянных домов Верхнеудинска. Рвались снаряды. Вдали летучими призраками пролетали всадники казачьей конницы с пиками наперевес. Беда никогда не бывает кстати. Она всегда застает врасплох. И вот улицы города заполонили беженцы. Плач, стон и отчаяние. Впрягшись в одноколки, нагруженные скарбом, с тачками, с заплечными мешками, слепые с поводырями, калеки с костылями, все бегут, все ищут спасения. Вон торопится мальчик, ведя за собой на привязи упирающуюся однорогую козу. Куда ты, мальчик? Где же твои родители? Вон рвется вперед, догоняя кого-то женщина с ребенком на руках. Почему те, кого она догоняет, бросили ее? Страх разобщает людей, и это страшнее самой беды. Человек на параконной упряжке нещадно нахлёстывает лошадей. Колесо слетело с его телеги, покатило в сторону, сбила старушку какую-то с самоваром в обнимку. Мужчина через голову кувыркнулся наземь, поспешно вскочил и побежал за кособокой, без колеса телегой. Ось телеги пашет сухую дорогу, оставляя за собой тучу пыли. А в пыли белыми хлопьями, как стая перепуганных птиц, мельтешат рассыпавшиеся бумаги, донесения на клочках газет, расписки на консервных этикетках, заявления, криво нацарапанные на листках из Библии, приказы о прибавке хлеба многодетным, о сокращении рабочего дня, о повышении зарплаты. Это увозит архив Верхнеудинского совета его председатель. На окраине, оглядываясь на покинутый город, беженцы дают себе передышку и спешат дальше, в Мухоршибирь, в Бичуру. На пути у них то окопы, залитые водой после вчерашнего дождя, то нагие деревья, похожие на жалких, ограбленных до нитки и дрожащих от осеннего холода людей, таких же, как сами беженцы. А солнце не проблеска. Померкло солнце. Советы пали. После кровопролитных боев с колчаковцами и белочехами красногвардейские части вынуждены были отступить перед вооруженным до зубов врагом. По ту сторону фронта остались на Байкале Култук, Слюдянка, Мурин. Истребляя все живое, расстреливая раненых, грабя и сжигая села, войска белых подступили к Верхнеудинску, охватывая город с двух сторон, и вскоре вошли в него. Вряд ли можно предположить, что кто-нибудь хоть на минуту забылся сном в ту первую ночь падения. Угольно-черная тьма, хранительница разбоя укрыла собой грабежи, насилие, облавы, аресты, убийства. К рассвету селенга далеко унесла трупы расстрелянных. Толпа случайных людей, собравшихся утром на правом берегу, со скорбным унынием рассматривала красно-бурые разводы на песке и десятка-два брошенных кепок. Волна все тянулась смыть следы преступления, да никак не могла дотянуться. Городская тюрьма к утру была набита, как невод в путину. В переполненных камерах людей держали стоящими. От удушья многие теряли сознание.
притаился уцелевший трудовой люд. Зато высыпала на улице города иная публика, терпеливо ждавшая своего торжества. Нарядные женщины, офицеры навеселе, буржуи всех мастей и степеней и рангов, угодливые чиновники. Купцы наперебой зазывали в свои дома победителей. Пухленькие барышни, грызя семечки, глазели из окон на новые вывески частных магазинов и кафе, на проносящихся по улицам верховых казаков, на заборы, уклеенные плакатами «Вся власть учредительному собранию». Контрреволюция справляла свой праздник, и поспешен в выводах был тот, кто назвал бы случайной удачей этот разгром сил революции. Верхнеудинские кутили, а во Владивостоке к этому времени уже высадились десантные войска Америки. За ними последовали 800 английских солдат под командованием полковника Уорда, 6 тысяч канадцев, 1000 французов, 28 тысяч японцев. Золотой доллар покатился по земле, а следом за ним, в лучах его зловещей радуги, уже двинулся его спутник-свинец, разлитый по дозам миллиарды ружейных, пистолетных и пулеметных пуль. Не все кутили и в самом Верхнеудинске. В штабе Объединенного войска белых дежурный офицер от скуки давил последних осенних мух на оконном стекле. Но тишина, побудившая его к такому занятию, была напряженной. В штабе размышляли и замышляли. Четким шагом показно уверенного в себе человека вошел полковник Гайда. Застигнутый в нелепом занятии дежурный отдал честь полковнику. Тот небрежно ответил и поднялся по лестнице на 2-й этаж. За массивной дверью с большой медной ручкой, куда он вошел, углубившись каждый в свое, молча сидели подполковник Ушаков и премьер колчаковского правительства Пепеляев. «Приветствую вас, господа», — провозгласил Гайда заметным чешским акцентом. Ушаков легко поднялся, Щегольский козырнул, а полковник Пепеляев сделал попытку встать из глубокого мягкого кресла, да не встал. Грузин был премьер. Гайда засмеялся преувеличенно весело. Все в нем, и походка, и голос, и манеры были несколько преувеличены. Подал руку Пепеляеву и за эту же руку легко поднял его из кресла. Возникла атмосфера непринужденной веселости. На зависть многим, высокий и сильный, без намека на брюшко, Гайда благосклонно улыбнулся, сел в кресло и вдруг помрачнел. Ушаков и Пепеляев смотрели на него озадаченно. «Что-нибудь произошло, господин полковник?» — спросил, наконец, Ушаков. «Пока не произошло, но что-то будет», — неопределенно отозвался Гайда. Роли переменились. Войдя сюда, Гайда развеял какую-то хмарь, здесь установившуюся. Теперь им же самим взбодренные Пепеляев и Ушаков принялись ободрять его самого. «Что же будет, кроме дальнейших побед?» — с недоумением осведомился Пепеляев. «И кроме окончательной победы над большевиками», — добавил Ушаков. «Будем надеяться, господа. Помолимся Богу, как это говорится у русских. На Бога надейся, а сам не плашай. Меня тревожит их пропаганда. Большевики ведут пропаганду во много раз шире, чем мы. Утешу вас. Я, как премьер-министр Верховного правителя, за час до вашего прихода подписал распоряжение об издании закрытой большевиками газеты «Прибайкальская жизнь». Утешились? Вижу, нет. Между нами говоря, господин полковник, пропаганда в моих глазах — детская игра. Красные почти искоренены в Сибири и на Востоке. Дело за небольшим — выловить из их толпы тех, кто еще слушает большевиков. Гайда поочередно глянул на обоих собеседников, вынул золотой портсигар, предложил закурить. Пепеляев, отказываясь, помотал головой. Младший по званию Ушаков осторожно протянул руку. Закурили, помолчали. Пауза длилась долго. «Что-то не то», — заговорил Гайда. «Чем страшна война? Тыловые люди скажут: битва, кровь, увечья, смерть.
Ничего похожего. На войне это обычно. Всего лишь будни войны, если солдат знает, за что воюет. Хуже другое. Неведомо откуда вселяется в человека душевная хворь, чувство безнадежности, безразличия, неверия и что-то еще такое. Неосознанное, беспричинное. Назовите это паникой, малодушием, как хотите. Но прикажите изолировать такого солдата от массы. Бесполезное будет распоряжение. Проверено, господа. Это чувство страшнее чумы. Болезнь затаилась где-то на дне души, но если поднялась... Сосед еще вчера, здоровый, наутро уже заражен. Тот заражает третьего. И пошло. Лекарства бессильны. Власть, воля — пустой звук. Тут идея нужна. Всеобъемлющая идея, но простая. Где ее взять? Такое на дороге не валяется. Дотлевшая сигарета обожгла пальцы Гайди, и он прервал свою речь. Вид его был смешон, но собеседники даже не улыбнулись. «Понимаю вас, господин полковник», — сказал Ушаков, делая ударение на господине полковнике. «Корни, основа, первопричина. Да простятся вам эти интеллигентские штучки. Скотам глупо объяснять первопричину и корни. Для них Библия Библии, нагайка и шомпол». «Вот именно», — подхватил Пепеляев. «Не хватит своих шомполов, так есть друзья, у которых не грех попросить взаймы. Америка, Англия, Канада, Франция. Неужто пожалеют?» «Не пожалели. Пожаловали. Золото, господин полковник, и свинец. Вот чего вы не учли. Хорошее лекарство от болезни души». «Я и сам ваш заемный шомпол», — скучно сказал полковник Гайда. «Да только вот что. В эту ночь один из моих отрядов добровольно сдался большевикам». Наступила пауза, после которой обескураженный Пепеляев развел руками. «После таких побед? Сумасшествие!» «Да, господин полковник», — сказал Гайда. «Господин премьер-министр. Добавлю, кстати. С той поры, как мы начали борьбу с большевиками, тысячи наших солдат перешли на их сторону. Эти проклятые поляки, венгры. Особенно венгры». Так Виктор Николаевич обратился к Пепеляеву и подполковник Ушаков. «В наших частях много перебежчиков». Только об этом я и говорю», — с несвойственной ему экспрессивностью воскликнул полковник Гайда. «Рота, полк, дивизион сегодня здоровые, завтра поражены чумой. Где, повторяю, корни этой болезни? Вы не знаете, и я не знаю, вот в чем беда». «Ошибаетесь, полковник», — взыграло сердце в Пепеляеве. «Мы тоже кое-что понимаем. Самогонщики, спиртоноши и саботажники в тылу у красных, думаете, они сами собой от сырости заводятся? Мы вступили в связь с Антантой, и нам не приходится заботиться об оружии и снаряжении, как нашим противникам. Разве это не козырь? Повторяю, их сначала искоренить надо любой ценой. А душевные недуги мы потом свинцовыми таблетками». Пепеляев явно сворачивал свою колею, не понимая мысли Гайды или не находя ответа по существу. Ушаков, не желая перечить ни тому, ни другому, доложил: «Основные силы мы бросили на красных, отступающих к Чите. Из Харбина навстречу им движется атаман Семенов. Отряд Цивилева на Селенге на голову разбит. А на грузина-бородача в Троицко-Савске мы бросим в 5 раз больше штыков, чем у него. Чего же еще не достает, господин полковник?» Гайда устало глянул на своих собеседников, на их лица, разгоряченные спором с ним, с Гайдой, будто бы он не желал того же, чего и они. «Ах, господа хорошие, погубит вас благодушие. Вы, как глухари, поете свое, а что вокруг, не слышите». Болезнь, о которой говорил им Гайда, уже коснулась его самого. Вот о чем они еще не знали. Десанты во Владивостоке не очень-то радовали его. Потерявшие на Транссибирской магистрали значительную часть корпуса,
Он не знал теперь, как встанет в один ряд с представителями Антанты. Ведь ему, военачальнику без войска, и рта раскрыть не дадут. А Колчак этот неистовый адмирал, да он в порошок сотрет Гайду. Вошел капитан контрразведки. Он отдал честь всем, затем раскрыл папку и 2 руками бережно поднес Пепеляеву. Тот снял пенсне, дыхнул по очереди на оба стекла и, не торопясь, стал протирать платком. «В этом списке есть большевики высокого ранга?» — спросил он. «Нет, господин полковник, здесь имена тех, кто их поддерживал». Пепеляев бегло, но зорко просмотрел список. Затем он сел, сгорбился, обмакнул перо в чернильницу и быстро черкнул 2 слова. «Вот так», — сказал он офицеру контрразведки. Гайда спокойно наблюдал, как офицер захлопнул папку, как улыбка удовлетворения тронула его губы, как он спрятал эту улыбку, козырнул всем и вышел. «Всех расстрелять», — догадался Гайда. «Ну что же, господа, ваша доктрина проста, как осиновый кол. Тут ума не надо». «Против одного штыка 5 штыков, Виктор Николаевич. Это про вашего бородача, я думаю, грузин Каландаришвили». «Орешек крепкий», — перебил Гайду Пепеляев. «Знаем. А посему приготовили мы ему гостиниц. Подполковник, вызовите капитана Юлаева». «Слушаюсь», — щелкнул каблуками Ушаков. Сердечный разговор. Сделал усилие пошутить развеселившийся Пепеляев. «Можете быть свободны. Советую вам отдохнуть, развеять печальные мысли». «Спасибо», — с усилием проговорил и Гайда. «Честь имею». В коридоре он встретился с капитаном контрразведки Юлаевым. Торопливо козырнув Гайде, тот чуть ли не бегом спешил на вызов. «Здравия желаю, господин полковник». «Входите, Юлаев, садитесь». Мягкое кресло, в котором только что сидел развалившийся Гайда, было Юлаеву неудобно. Он скромно присел на краешек, почтительно глядя на голый, похожий на отполированный булыжник, череп Пепеляева. Тот склонился, перебирая что-то в столе. Не прерывая своего занятия, он спросил: «Вы готовы?» «Да. Завтра, с вашего позволения». «Все-таки завтра. Впрочем, могу понять. Молодая жена и все такое». «За жену не беспокойтесь, мы о ней позаботимся». «Почему вы не веселы?» «Не на свадьбу иду, господин полковник». «Само собой. И все же бодрость перед началом предприятия — залог успеха. Вы разведчик опытный, вернетесь». Нашел, что искал, отложил в сторону, поднял глаза. «Вернетесь, пир устроим. Повышение в чине, вознаграждение золотом. Все будет отмерено полной мерой». «Рад стараться, господин полковник». То-то же. Этот волосатый дьявол ускользнул от нас. По донесениям, он где-то возле Троицка-Савска. В Усть-Кяхте, в Зарубино, в Янхоре заготовляет подводы и продукты для своей банды. Дано указание в погоню за ним послать 5 эскадронов. Вам же надлежит отправиться в Селендуму. «Не понимаю». В Селендуме содержится под охраной пойманный нами бандит Барчахадзе. Там вам скажут, как вместе с этим грузином устроить побег. С момента отбытия вы боец Читинского красногвардейского отряда Владимир Иванович Шубин. Тот самый? Да, тот самый, которого мы. Думаю, вы еще не забыли его биографию. А вот это передадите начальнику селендумской милиции». Юлаев взял поданный ему листок и в недоумении повертел его в руке. На листе ничего не было написано. «Не смущайтесь, тамошний начальник все поймет. Каландаришвили должен хорошо отнестись к своему земляку. Грузины — дружный народ, особенно на чужбине. Через этого Барчахадзе вам надлежит приблизиться к самому бородачу». «Понятно. И еще, если вам выпадет удача, мы тут приготовили небольшое угощение для этого дьявола.
Пепеляев протянул собеседнику то, что отложил в ящике стола. Стеклянную трубочку величиной с полсигареты, наполненную белым порошком. Исключительно сильный яд. После применения обязательно вымыть руки. Понятно. Я готов. Разрешите идти? До скорого свидания, капитан. С Богом. Начальник селендумской милиции Бутылкин оказался простодушнейшим добряком. Его круглая физиономия с красным носом посередине излучала свет и покой. Улыбка его была глуповата, но подкупающая. Казалось, он готов был всего себя с потрохами отдать любому встречному поперечному. Если перед ним ребенок, то он, как Дед Мороз, вот-вот запустит руку в мешок и достанет из него дивное что-либо. Будет вам и белка, будет и свисток. Женщина, он обласкает ее. Мужик ли пропоится, он простит ему все грехи, как тот боженька, который сидит на облаке, свесив ножки. Сходство его с сусальным боженькой усиливал концентрически правильный вокруг его солнечной лысины такой же солнечный нимб серебристо-седых волос. Редкий был человек Бутылкин. Таких по свету днем с огнем ищи, не найдешь. Юлаев подал ему бумажку от Пепеляева. Бутылкин над стеклом керосиновой лампы подержал ее, сбоку на бок подвигая, прочел обозначившиеся строки и отложил в сторону. «Надоть полагать, — по-ученому сказал он, — дело серьезное». «Да, это уж не нами с вами назначено, — сказал Юлаев-Шубин. Наш долг выполнить, что назначено». «Как не выполнить? Пройдем-кась сюды, усё выполним». Что-то недоброе ворохнулось в душе Юлаева, но он уже не мог противостоять магнетической власти Бутылкина. Сбылись самые худшие предчувствия. В задней комнате бутылкинского кабинета оказалось нечто вроде дыбы. Стояла топорного изготовления штуковина, напоминающая черные времена Инквизиции. Две жерди стаймя, одна поперек и сверх того цепи, ремни, маникюрные принадлежности на грязном столе, браслеты, деревянная бадья с водой и еще что-то другое, плохо видное по углам, так как застенок едва освещался маленьким квадратным окошком с решеткой. «Раздевайтесь», — вежливо предложил Бутылкин. «Как?» — опешил Юлаев. Он чего угодно ждал, только не этого. «Помогите ему раздеться». Двое дюжих здоровяков отделились от укутанной темнотой стены, обдав жертву самогонным дыхом. И не успел Юлаев ахнуть или вздохнуть, как с него уже сорвали одежду, перевернули его, как полено переворачивает с торца на торец. И он ощутил себя подвешенным вниз головой. Кошмарный сон. Все еще не верил случившемуся капитан. И в этот момент сильный удар нагайкой ожег его спину. Юлаев дико закричал. «Привели того?» — голос Бутылкина. «Не...» — голос его подручного. «Так какого же вы?» Отборная матершина, топот прислужников, хлопнула дверь. Долгая пауза. Вскоре за дверью что-то громыхнуло, будто свалили с плеч тяжелый мешок. «Привели», — услышал Юлаев. Вслед за тем еще несколько ударов опалили уже не только спину его, но все тело. Он истошно закричал и, не слыша собственного голоса, потерял сознание. Очнулся от озноба. Ему подумалось, он лежит где-то, но к ужасу своему догадался, что все еще висит, подвешенный вниз головой. «Очухался?» «Не, плесни еще». Холодная волна катила его с ног до головы, самогонный дых и сопение. Больно ударило по пяткам. «Об порог», — догадался Юлаев. «Волокут куда-то». «В амбар. Да барахло-то его возьмите, ироды. Второго сюды». Обросший, оборванный, звероподобный, но все еще с живым взглядом, Барчихадзе проследил, как мимо него поволокли нового узника в тот же амбар, где и его содержали. Другого тут не было.
Бутылкин встретил узника улыбкой. «Как спалось? Здоровичка?» Глаза Барчихат загорели ненавистью к палачу, но он сделал усилие и растянул губы в улыбку. «Хорошо спалось, Бутылкин. Говорил тебе, будешь благодарить. Дай бог памяти, это в какой же раз ты пришел ко мне на прием? 5-й, Бутылкин, 5-й раз. Немного, однако». Бутылкин, как цыган, покупающий кобылу, обошел вокруг жертвы, оглядел, оттянул вниз челюсть, заглянул в зубы. Барчихадзе продолжал удерживать на губах улыбку. Сочетание этой вымученной улыбки с лютой злобой в глазах было столь жутко, что произвело впечатление даже на Бутылкина. «Немного, однако», — повторил он уже с другим выражением. «Аж с самого Кавказа до Сибири держать в себе столько большевизма — это очень тяжелый случай. Все мясо пропиталось большевизмом. Продолжим лечение». Юлаев, лежа в амбаре на затхлой соломе, смутно слышал приглушенные крики, пока сознание его не помутилось. Он провалился в какую-то яму, долго падал в нее и никак не мог упасть. Проснулся от смутного чувства тревоги, будто кто-то куда-то манил его, завлекал, привораживал, но было все это обманно, тревожно, опасно. Оказалось, что Барчихадзе сидел над ним, поглаживал его по плечу и повторял шепотом: «Товарищ, ты кто?» Очнувшемуся не пришлось говорить с ним. С ржавым скрипом отворилась дверь амбара, и оттуда, из-за полосы свежего утра, послышалось: «Большевик Шубин, живо! Доктор Бутылкин зовет». В том же кабинете, где и вчера, Юлаев сидел с Бутылкиным за столом и ел вместе с ним жареную рыбу с картошкой. Капитан не знал, как вести себя с ним. Высказать ли ему возмущение первым или дождаться сначала от него какого-либо объяснения вчерашнему зверству. Но Бутылкин уплетал рыбу с картошкой и вел себя так, будто ничего не случилось. «В Троицко-Савск меня переводит. С повышением». Бутылкин трогательно сконфузился и потупил взор. «Там, говорят, отравленных много большевизмом. А я лекарь. Что поделаешь, служба». Был самый удобный момент высказать этому хамелеону все, наизнанку вывернуть этого садиста, пригрозить ему, может быть, даже влепить кулаком его жирную харю. Но Бутылкин вел себя так, будто заранее знал умысел собеседника. Насытившись, он отодвинул от себя пустую тарелку и сменил тон. «Выведем вас ночью», — делово сообщил он. «Я и жандармский Исаул. На опушке леса я сойду с коня. Ваши руки будут связаны слабо. Вы шепнете об этом грузину. Когда я стану пить из бутылки, вы броситесь на меня, выхватите мой наган и выстрелите сначала в Исаула. Когда я буду подниматься с земли, вы выстрелите мне в живот. С каким удовольствием всадил бы я в твое брюхо всю обойму», — подумал Юлаев и, сдерживая злобу, чуть не хлопнул себя по коленке. 2 патрона в нагане будут холостые. Но когда Исаул и я упадем, вы должны выстрелить в пустую бутылку. Да не промахнуться, разбить ее, чтобы грузин удостоверился. Вот все. Все, Юлаев. Злость, обиду придется тебе проглотить, как горькую пилюлю. И забудь себя прежнего. Теперь ты даже сам для себя не Юлаев. Теперь ты Шубин Владимир Иванович, боец-красногвардеец, чудом вырвавшийся из колчаковского застенка. Понял? Понял?